Карткировский район находится на юге республики. В песцовых книгах он упоминается аж с 1608 года. Район богат лесными просторами, реками, озерами и легендами. Ну, вы, наверное, слышали о Кыртайке. Это железный человек прославился чудовищной силой и колдовскими способностями, а его необходимым атрибутом было железо – кырт. Нетрудно догадаться, откуда взялось название района. Кстати, настоящего Кыртайку можно увидеть и сегодня. Он каждый год оживает на фестивале кузнечного мастерства. Но это другая история. Сегодня нас интересует левый южный берег Вычегды. Всем привет, друзья! Суббота, 8 утра, город спит, а мы нет, потому что мы отдыхаем в Коми, и сегодня мы отправляемся в Карткировский район, чтобы сплавиться на байдарках. Ну что, поехали? Байдарка едва ли не самое древнее изобретение человечества наряду с лодкой, плотом и дубцом. На ней можно передвигаться даже тем, кто не умеет плавать, как я, например. Говорят, за небольшой промежуток времени испытываешь смешанные чувства – и страх, и радость. Не верите? Я пока тоже. А вот люди, знающие толк в экстремальном туризме, утверждают обратное. Туристический информационный центр «Шуда-Олым» – незаменимый специалист в этом деле. Они-то нам и покажут, и расскажут, что к чему. Встретят и довезут куда надо. Мы находимся в местечке Нич. С него и начнется наше увлекательное путешествие на байдарках. Честно говоря, для меня путешествие на воде – это что-то новенькое. Посмотрим, судя по тому, что с нами едут дети, я должна справиться. Во-первых, нужно спустить судно на воду. Взяли! О! Говорят, одна байдарка весит 30 килограмм. Но тут не знаю, мне кажется, чуть побольше. Это вам не на пляже загорать. Во-вторых, загрузить багаж и надеть спас-жилеты. Так, попробуем. Оп. Пристегнуться. Не знаю, правильно я делаю или нет. Явно нет. Нет? Вот Ой. эта вещь должна быть между ног. Угу. Все, еще перчатки надо. Сейчас найдем перчатки. В-третьих, перед отправлением в круиз надо пройти подробный инструктаж, а еще выслушать экскурс в историю. Не будем терять время, прыгаем в лодку. Ну как прыгаем? Прежде чем в нее сесть, нужно держаться за эти железные штучки. За два борта, чтобы сохранить баланс. Чтобы не занести в лодку грязь, нужно обязательно сполоснуть сапоги. Сначала одну ногу, оп, встаем на железную конструкцию, а потом другую. Все, можно садиться? Можно. Не знаю, как остальные, но через несколько минут начинаешь понимать, что и как нужно делать. Течение на Вычегде спокойное, так что бояться вроде как нечего. Спереди сидит матрос, то есть я. Это одна лошадиная сила. Последний ряд занимает человек-мотор, 2 лошадиные силы. Он не только гребет, но и в основном управляет байдаркой. Слава богу, я туда не села. Если у вас хороший голос, то добро пожаловать на середину. Тут можно горланить песни. Хочешь – командуй, а хочешь – просто наслаждайся шикарными видами северной природы. Первый привал через 5 километров, так что крепитесь, друзья. Это то самое место, где мы будем отдыхать, обедать, собирать грибы и ягоды, играть в подвижные игры, в общем, кому что по душе. Вон сколько ягод и грибов в этом году. Что соберешь, то и съешь, так что лучше постараться. Но голодным в этом году в лесу точно не останешься. Мы решили присоединиться к любителям тихой охоты. Все ребята пошли делать костер, а мы с вами отправимся за самым главным. Мы пойдем за грибами. Я нашла вот такой белый, думаю, белых здесь много. Пойдемте искать. Уже бывалые туристы здесь говорят, что обычно здесь полно маслят, маховиков, лисичек, но почему-то я пока ничего не нашла. Сейчас посмотрим. Опа! Шла и нашла.
Пока мы гуляли по лесу в поисках еды, кое-кто уже успел развести костер. После несложных математических вычислений появилась конструкция стола и скамеек. В случае дождя предусмотрен навес, как сегодня. Но наше дело меню. А что у нас по меню? В меню у нас сегодня шашлык с вареной капустой. По традиции ее варили на праздник Чомер. Эту традицию продолжают до сих пор. Готовим капусту, ту самую, которую варят на празднике Чомер. Сначала ее отвариваем, затем добавляем лучок и масло подсолнечное. Блюдо готово. На костре капуста варится быстро. Не успеешь глазом моргнуть, пора уже снимать. Главное не прозевать. Как думаешь, супчик готов? Посмотрим. Готов. О. Отсюда туристы уходят не только сытые и довольные, а еще и с национальными сувенирами, которые смастерили сами же своими ручками. Незамысловатая кукла-берегиня или оберег получится у каждого, можете не сомневаться. Она настоящая, живая, теплая. Подкрепились, захватили сувениры и плывем дальше по маршруту в самое таинственное место района. На том же левом берегу Вычегды в местечке Кыртвис расположена языческая роща. Участок леса, вокруг которого ходят разные легенды. Это один из самых интересных природных объектов туристского показа на территории республики. Силами волонтеров в этом году здесь обустроили места остановок, пешеходные тропы. Свое название лес получил не просто так, а из-за множества изогнутых и скрученных удивительным образом деревьев. К этому дереву, подкове, нужно прикоснуться, чтобы оно принесло тебе удачу. А эту сосну-матушку нужно обнять со всей силы, чтобы приобрести спокойствие и бодрый дух. Ну иди ко мне, я тебя обниму. Никто не свалится. Кажется, что вот-вот из-за угла покажется избушка на курьих ножках, а там бабка-ёшка варит зелье из мухоморов и ждет тебя на ужин. А если что вдруг, сама природа приготовила орудие защиты? Да-да, такое дерево тут тоже есть. Нет, ну в крайнем случае можно подружиться с ведьмами и позаимствовать у них метлу. Их тут вон сколько, пруд-пруди, в отличие от обычного леса. Села? Ну все, я полетела. Тут даже площадка для лесной вечеринки найдется. А вот с этими деревьями нужно, говорят, потанцевать, потому что это пляшущие деревья. Ух! А тут опять нужно обниматься, потому что это дерево называется объятие. Объятия необходимы и естественны почти так же, как и дыхание, причем не только людям, но и множеству живых существ. Посмотрите, как нежно обнимают друг друга деревья. Обнимите того, кто сейчас рядом. Энергией мы зарядились, с деревом обнимались, осталось лишь загадать желание. Есть в таинственной роще и такое дерево, вот только непростое. Не всем под силу подняться на 2,5-метровую высоту. Как там оказалась я, пусть история умалчивает. По легенде, каждый, кто загадает желание и прикоснется левой рукой к отпечатку медвежьей лапы, то получит желаемое. Все. Но нет, еще не все. О, ну наконец-то мы дошли до самого интересного дерева этого места. Малого трона Кыртайки, главного героя легенд Карткировского района. Я похожа на Кыртайку? А так? Ну и ладно, самое время сделать селфи. Ну что, наш поход в языческую рощу на этом заканчивается, но не заканчиваются путешествия и туризм в республике Коми. Если вы все еще думаете, что в регионе нечего посмотреть и негде отдохнуть, то приезжайте в Карткировский район. Вы убедитесь сами, что это не так. Отдыхайте в Коми!